Год литературы прошел на высшем уровне, уверяют в Мирнинской городской библиотеке. Весь год работники учреждения устраивали встречи с поэтами, выставки книг, проводили необычные конкурсы. Чем еще запомнился год литературы мирнинцам, выясняла Анна Винокурова. Библионочь, тотальный диктант и конкурс буктрейлеров. Чего только не придумывали работники Мирнинской городской центральной библиотеки, чтобы порадовать читателей. Так, помимо традиционных выставок, в библиотеке были организованы новые и необычные для мирнинцев мероприятия. Впервые был организован тотальный диктант, в котором приняли участие 64 человека. Это очень хороший показатель, поскольку он проводился по инициативе нашей библиотеки впервые. В год литературы фонды библиотек пополнились новыми книгами. Финансирование на эти цели было увеличено. 2,5 миллиона предоставила администрация Мирнинского района. А в 3 библиотеках Алмазного края провели долгожданный ремонт. На это потратили 7 миллионов рублей. Самое радостное, наверное, это для читателей открыли двери свои светлые, отремонтированные помещения библиотек в поселке Айхал, в городе Удачном и в нашем городе Мирном. В 2015 году работники библиотек приняли участие и в мероприятиях, посвященных 50-летию Мирнинского района. В Ленске и Сунтаре они устроили встречи читателей с писателями Алмазного края. Организовали выставки книг, посвященных родному краю. Город Мирный также посещали известные писатели из Якутии и Центральной России. Из больших мероприятий, которые запомнились, надеемся, нашим читателям, могу назвать приглашение нами российского писательницы из Москвы Тамары Крюковой. Также был десант из издательства «Бичик», которые порадовали наших читающих семей и читающего ребенка своими подарками, книгами. 2016 объявлен в стране годом российского кино, но работа у библиотекарей меньше не станет. В планах знакомить жителей Алмазного края с новинками якутского кинематографа, а после сравнивать фильмы с книгами-первоисточниками сюжета.